Жыхар вёскі Ўцёс Александр Макс заўзяты грыбнік. Кажа, што ў незнаёмыя лясы не ходзіць, а бліжэйшыя ведае як свае 5 пальцев. Хотя так было не заўсёды. Сразу поначалу казалось страшновато, как говорится. Один не ходил в компании. Ну и собирали с собой компас для ориентира, куда выйти. Лес растет ветками на юг, а мхом на север. Вот это самые простые ориентиры. Можно выходить по звуку машин. Але некаторыя пачынаючыя аматары ціхага палявання не ведаюць і гэтых простых правіл. У мінулым годзе дарогі з лесу не знайшлі некалькі дзесяткаў жыхароў Брэшчыны. Дапамагалі выратавальнікі. Из последних, которые я помню, это случай, когда человек ушел в 10 часов, примерно где-то в июне месяце за ягодами, собирал, ну, как у нас обычно, когда много ягод, соответственно, забываю, что надо думать и о безопасности, как выйти обратно. Ну, естественно, созвонился с нами, объяснил хотя бы тот район, в который он пошел собирать ягоды. Выехали наши сотрудники вместе с сотрудниками РОВД, обозначили свое присутствие, потому что точно район своего нахождения он назвать не мог, был не на транспорте, поэтому это осложняло поиски его. Соответственно, включили звуковую сигнализацию на автомобиле и начали, проще говоря, прочесывать по просекам. И в итоге только в 12 часов мы смогли его найти. То есть практически человек полсуток находился в лесу. Збіраючыся ў лес, неабходна быць прадбачлівым, кажуць прафесіяналы. Мець з сабой нож, запалкі, ваду і правіянт. Собираясь в лес, это, естественно, надо сразу предупредить своих родственников, знакомых о том, в какую часть, в какую, скажем так, конкретную он едет в лес, для того, чтобы потом это могло упростить его поиски. Естественно, поддерживать связь. Проверить, чтобы был мобильный телефон заряжен, для того, чтобы можно было сообщить кому-то. Одеваться не как у нас обычно любят, в одежду, которая меньше внимания, а, естественно, в броскую одежду, чтобы в случае, скажем так, если будет это ночное время, либо дневное время, могли его быстрее заметить. Свой сакрэт, як не заблудзіцца і зарыентавацца на мясцовасці, ёсць і ў ляснічых. Белорусский лес разбит на лесные кварталы. Вот. Значит, и квартальными просеками, которые пролегают с севера на юг, прорублены. Ширина их 4-6 метров бывает. И с запада на восток. Вот по этим квартальным просекам человек, который заблудился, потерял ориентацию, он может выйти к дороге вот, или к какому-то хорошему ориентиру. Но на каждом перекрестке этой квартальной просеки стоят квартальные столбы. Вот с нумерацией кварталов. И вот по этой нумерации можно по телефону сообщить свое местонахождение. Выратавальнікі нагадваюць, у лес ні ў якім разе нельга адпускаць дзяцей адных. Часта прыходзіцца шукаць у лесе і заблудзіўшыхся ці страціўшых прытомнасць людзей сталага ўзросту. Алена Ракуць, Тацяна Калакольцева, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».